Нельзя всех мерить одной гребенкой. Решил вот этот момент скринить. Это неправильно. Предатели Татарстана, мне интересно стало. Но некоторые люди пытаются это делать, говорить о том, что... Вот этот момент давайте послушаем. Виноваты все, ничего не делают. Абсолютно это не так. Абсолютно это не так. И где-то мы вправе обвинять, предъявлять претензии нашим соплеменникам. Где-то должны быть и объективны. Должны смотреть как есть, а не просто поддерживать этот всеобщий хор, гвалт, что вы все виноваты. Виноваты в чем, интересно? Почему мы должны быть виноваты наряду с остальными? Кто привел Путина во власть, что это мы настроили эту путинскую систему, эту империю, как раз-таки мы сопротивлялись ей на протяжении столетий. Ну да, наших сил, наших возможностей не хватило, но и цену мы понесли соответствующую за это. Нашу историю уничтожили, нашу систему образования убили, язык уничтожают, людей убивают, русифицируют, маргинализируют. Наши природные ресурсы забрали, по факту республику демонтируют, ну и так далее и тому подобное. Этот перечень можно перечислять и дальше. И после этого говорить, что мы, которые заплатили такую большую цену, виноваты в чем? Ну, я считаю, что здесь абсолютно, как минимум, подход неправильный. Да, вот верно пишут, пытаются сделать нас вместе с так называемым русским миром виноватыми во всем. Не получится. Не получится. Потому что должен получать по заслугам тот, кто реально в этом принимал участие. Кто получал профит от всего этого. А какой профит мы получили? Какой? Никакого профита нет. А вот пытаться говорить, а вы там сидите, ничего не делаете, вы, значит, ты утрасос, ваши разготормисос, это претензия абсолютно левая. Я объяснял, почему. Почему те же самые люди, которые предъявляют эти претензии, в тряпочку молчали, когда в 90-м татары и остальные народы боролись. Там век назад, я уж не говорю, это как бы... Вот этот момент интересен. Вот совсем недавно. Кому это он говорит? Что эти люди вставали, или эти народы протягивали руку в помощь татарам, и говорили, дорогие друзья, у вас там проблемы, вас притесняют, школы закрывают, ваших людей сажают, нечестность и все остальное, чем мы можем вам помочь? Может, что-то они говорили на этот счет? Нет. Все скормились путинского стола, а теперь продевают нам. Не получится. Не получится. И те люди, которые от имени татар тоже пытаются этим заниматься, я вам скажу, дорогие друзья, эти люди по-настоящему предатели. Потому что ради того, чтобы понравиться там кому-то, пытаться представить всех татар виноватыми, это, знаете ли, называется предательством. Но по-другому никак. Вместо того, чтобы защищать интересы, вот они защищают там чьи-то другие интересы и пытаются сказать, да, вы правы, они такие, сякие, плохие. Он говорит, вот там татары ассимилируются, язык забывают. Ну, это правильно, так и есть. Но, если вы хотите быть объективными, давайте будем дальше объективными. На протяжении порядка 500 лет смогли сохранить свой язык, религию, идентичность, хотя ничего у нас не было. То есть ни мечети, ни школ, по факту, да. Да, при этом сохраняли, при этом большинство мечетей на территории так называемой Российской Федерации построены татарами. Книгопечатание сделано татарами, да. Кураны печатали в Казани, да, так называемый Казан-Басмас. А почему никто не говорит о том, что татары дисперсно расселены от стран Балтии до Сахалина? Даже этот пролив называется татарский. А вот вы попробуйте сохранить все это наследие, когда школ даже нельзя иметь, как все это сохранять? Вот как? Когда даже те люди, которые пытаются там что-то делать, они попадают под прессой, под каток репрессий. При этом что-то смогли сделать, сохранить. Смогли свою политическую субъектность, как я уже говорил, выразить в конкретных формах. Ну, ведь нету теперь этих возможностей. Мы-то воюем с этой империей почти 500 лет. Почти 500 лет. Добровольно мы в состав империи не входили, я напомню. Отдельные народы входили. Называть не буду. Но татары не подписывали никакого договора. И добровольно не входили. И сопротивлялись до последнего. За это их третировали. Даже Кавказская война, это 150 лет. 150 лет назад. Мы воюем почти 500 лет. Сохранились, не умерли еще. Да, теперь сложный период. Глобализации, манкуртизации. Но и не такое переживать ничего. И это переживем сначала. Главное, чтобы было ядро объединяющее. Идея и политическая воля. Все остальное, оно приложится. Эта империя не вечна, она будет разрушаться, понятно. А самое главное, идея, дискурс. Потому что без политического дискурса все остальное, оно не будет схватываем. Все остальное, оно не сможет структурироваться, дорогие люди. А не идея. Вот какая идея она должна? Вот это самое важное. Поэтому и мы с вами говорим о необходимости вот этого вот самого взаимодействия. Но ни в коем случае, уже без нас скалыты кусятнаски, ни в коем случае не показывать себя и не делать вид, что мы такие вот низкие, жалкие. Ни в коем случае. Гайрат велик, достоинство и честь должны быть впереди всех. Высоко поднятая голова, даже если у вас большие проблемы. Не жаловаться. Вот достоинство с тем достоинством, с которым наши предки выносили все страдания и мучения.
Свидетельства есть хроникеров, русских, даже летописцев, как татары отказывались крестить. Их топили в холодном пруду. Топили, но они отказывались, им говорили, вот сейчас крести, все, и мы тебя отпустим, восвоясь. Нет, они шли. Те, кто не смог уйти, они принимали мученическую смерть. И теперь мы, ощущая какие-то трудности, самые небольшие, бытового характера, на фоне того, что было, это просто детский сад. Неужто мы должны отступать? Неужто мы должны быть разобщены? Неужто мы должны ориентироваться на какие-то внешние, так называемые культурные ценности, песни, пляски и так далее? Неужто это то, что у нас осталось от всего нашего великолепия, от всей нашей культуры, я извиняюсь, истории великолепия? Вот это что ли, песни, Галиши, Чак-Чак? Сотый раз я... Короче, давайте я теперь скажу. Так, в эту же минуту, наверное, очень долго будет, потом, не знаю, это загружать. Будем усиливать тогда, ну, скорость. Короче, меня, надеюсь, слышно, я не знаю, вот нахожусь дома. Скажу одно. Вначале, когда он начинал, я не понял, о чем он говорит. Я прям сразу включил и решил записать для вас тоже. Вначале я понял, он намекает на какие-то другие страны. Но оказывается, он намекает на своих же, на наших же манкуртов-татар. Ну, это касается и башкиртов. Когда татар или башкирт где-то что-то говорится, значит, они вместе. Вот это не нужно забывать. И получается, Хазар, по его словам, я понимаю, что кто-то там критикует в комментариях, и он как бы начал эту тему, ну, глаголить. Таким образом, я вам до этого уже миллион раз говорил на своих эфирах о том, что подобие Турции, эти страны, которым Яланалар, Манашулар, Кашапалар и Айсенлар, они из той категории, которые думают, что вот кто-то им поможет, но они сами почему-то не хотят собраться. Вот из этой категории. Шунарга, мин, опять-таки, мин манамлян чем-то может килишем, но килиш мин то, что он гонит на наших. Типа они вот так и так и так. Понятно. Понятно. Наши будут говорить, почему? Потому что манкурты. И с той башни, которую он сейчас пытается говорить, то, что Балар Кураш Яникен, а Башкалар как бы Курашми, и Мин Кураштем, а Син Курашмаден. И вот что-то в этом роде, да, это вот по его словам, вот за эти 9 минут можно понимать, что он так, примерно к этому клонит, то, что есть. А мы же их уже знаем, кто они. Мы же знаем, что об этом как бы таким образом говорить. Потому что если ты на той волне и сидишь в Турции и пытаешься найти какой-то подход Эрдогану и в виде в группе, так скажем, одной группе Кашаповых, Айсин, Руслан, вот Минсин Алмамин, тем, что ты пытаешься как бы это всю обузу скинуть на людей, которые как бы тебя там, Кашапова, меня там, или я вас критикуем. А почему? Потому что сіз в данный момент идете вот таким путем, клянчите, маскалланып, сен айтасың мысқылланмасқа, а сіз нәрсе эшлейсіз. Сіз мысқылланып Эрдоганнан сұрайсыз. Мына шу мысқыллану. А мне сказать, сколько айтам постоянно, мына дуслар, кто мои подписчики и кто меня в дальнейшем услышит. Я вам говорю, не надо клянчить. Мен сізге 100 айттым, не надо инәләргә. Мен оны мысқыллануны инәләргә деп сөйлеймін. Инәләргә это значит попрошайничать, да, примерно так, типа на кого-то вешаться на шею, вот я не знаю, на русском я вам пытаюсь объяснить. Инәләргә, таким образом, инәләргә, я вам скажу, не нужно. И Эрдоган это не пуп земли, он инәләргә. Таким же макаром можно и европейцам инәләргә, и американцам инәләргә, у кого есть деньги. Я вам вчера только вот в телегу писал, наша цель это найти бабки. Если у нас будут деньги, колоссально большие деньги, примерно сопоставимые путлерскими деньгами, то мы сможем набрать армию. Я вам вот гарантирую, окша үшін любой кіші келешек. Хазір окша дүниясы, окша үшін кіші үлә. Окша үшін туғанын үтірә даже. Шунарға бұны тактикасы, оңнашылы әйе, бар ішінде біз әйткен манкуртлар, которые говорят, критикуют этих Айсинов, Кашаповых и так далее. Даже я критикую, даже Габбасова критикую. Но моментами я соглашаюсь словами некоторыми вот в предложениях ловлю. Вот у Айсина поймал, допустим, то, что вот он сейчас говорит. Вы слышали, записал я, потом поймете. И какими-то моментами я соглашаюсь, но не всеми. Почему? Потому что Баларны тактика сында. Инәлю, мыскыллану, как үзе әйтті, үзләрендә бар. И он пытается говорить, что этого нету. Вот этот и есть, блин, в своем глазу не видеть бревно, деген кебек, занозу, деген кебек. Шунарға, бәлкім менде да хаталарым бардыр. Но мен призываю всех, кто меня будет смотреть, слушать, комментаторов и так далее, призываю мне предъявлять это. Предъявлять. Вот, допустим, есть у меня подписчик, он мне говорит, чтобы я не ссорился со всеми. Но у меня тактика вот такая, ссориться со всеми. Почему? Потому что я тем самым доказываю вам, что только достоин этого пути башкирт белән татар. Беркем түгел. Башкирт белән татар гына үзене җир өчен көрәшергә тиеш. Инәлмәстән. Шунарга инәлү, мыскыллану ул сезнең кулда. Сезнең кулда. Если вы хотите дерзко, ровно, по-мужски идти, значит идти нужно на моем пути. Мой путь, иншаллах, на пути Аллаха, который дает нам силу, как говорится, дальше жить и выживать. Шунарга, миндә не все в мыслях может гладко, мои мысли может расплывчатые, потому что я теряюсь иногда, забываю, у меня память херовая. И в этот момент я вам говорю, 1000 раз уже говорил, что только башкирт белән татар или татар белән башкирт смогут осилить и уничтожить Москву. Потому что вы сами внутри этой Москвы. Вы внутри. Когда речь, вот тот день, вот я добавлю еще какого-то
комментатора казахстанского, который говорил одному какому-то Айрану, что ли, этот, да, я вам в телегу тоже закидывал это, комментировал, то, что там комментарии какие-то пишут, да, и там всякая хрень, то, что там, так, там, насчет песни, туда-сюда, короче, вот это, білесіз ме, бір нәрсеге айтамын, жырда да, бір ниндейдір причинада да, нигде не нужно искать какие-то зацепки, зацепок нету, раз и навсегда, зацепок никаких нету, забудьте, зацепка только у нас есть одна, единственное, что син башкирт, син татар и москвалануыңны туктатыр үшін син үзің басырға тиішсің, син үзің Мәскеуге қарсы булырға тиішсің. Все, бітті шулай. Примерно я вижу вот его слова таким образом, туганlar. Надеюсь, меня было слышно. Сейчас я вырублю и попытаюсь загрузить это. А потом дальше будем слушать его.